В США за последние сутки число зараженных коронавирусом увеличилось на почти 184 тысячи человек и составило 16 миллионов 500 тысяч. Скончались еще 1357. Общее число жертв коронавируса в стране достигло 300 тысяч. В США и Канаде началась массовая вакцинация населения от коронавируса. Первыми вакцину от COVID-19 в понедельник получили медсестры Сандра Линдси, работающая в реанимации одной из нью-йоркских клиник, и Анита Киданген из Торонто. Кадры получения прививки показали в прямом эфире по телевидению в обеих странах. Обе медсестры после вакцинации заявили, что с ними все в порядке и ощущения не отличаются от любых других прививок. Мэр Нью-Йорка Эндрю Куомо, комментируя начало вакцинации, поблагодарил медиков, назвав их истинными героями. Президент США Дональд Трамп сообщил о начале вакцинации в Твиттер. «Введена первая вакцина. Поздравляю США, поздравляю мир», написал он. В прививочной кампании в США и Канаде используют вакцину немецкой компании BioNTech и американского партнера Pfizer. В Индии число инфицированных коронавирусом за последние сутки увеличилось на более чем 27 тысяч человек и составило 9 миллионов 800 тысяч. Жертвами COVID-19 в стране стали 143 тысячи человек. По числу инфицированных Индия занимает второе место в мире. На третьем месте Бразилия. Число инфицированных в стране за последние сутки увеличилось на 21 825 и составило 6 миллионов 900 тысяч человек. На сегодняшний день в стране погибло уже более 181 тысячи. Верховный суд Бразилии дал правительству страны 48 часов, чтобы оно установило дату начала вакцинации жителей от коронавируса. Согласно плану властей, первыми вакцину должны получить пожилые люди, сотрудники органов здравоохранения и лица, проживающие на территории крупных племенных групп. Россия в рейтинге ВОЗ занимает 4-е место по числу инфицированных. За последние сутки там зарегистрировали 27 328 зараженных, сообщает оперативный штаб. До этого 3 дня подряд число новых случаев превышало 28 тысяч. Можно считать, что Россия вышла на плато по коронавирусу. Это важно для системы здравоохранения, сказал РИА Новости врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. Относительная стабилизация суточного прироста позволяет соотнести число пациентов, которым требуется госпитализация, с количеством коек, аппаратуры, лекарств и врачей, чтобы меньше людей в результате умирало, пояснил эксперт. Спускаться с плато Россия начнет не скоро, считает Жемчугов. По его оценке, это произойдет, когда число переболевших или вакцинированных будет приближаться к 70%. Во Франции с 15 декабря вводится комендантский час с 20:00 до 6 утра. Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил на пресс-конференции, что комендантский час будет действовать и в новогоднюю ночь. Кинотеатры, театры и музеи не откроются 15 декабря, как планировалось, а будут закрыты еще 3 недели, как минимум до 7 января, сообщил премьер. По его словам, французам разрешат перемещение по стране за исключением ночного времени, когда будет действовать комендантский час. Кроме того, он предложил сохранить удаленку везде, где это возможно. Бары и рестораны по-прежнему будут закрыты. По последним данным, число выявленных случаев заражения коронавирусом во Франции превысило 2 миллиона 300 тысяч. Умерло более 56 900 человек. В Великобритании выявили новую стремительно распространяющуюся мутацию коронавируса. По данным Министерства здравоохранения, выявлено уже более 1000 инфицированных измененным вариантом вируса. Их число растет, при этом пока нет данных о том, что мутировавший вирус приводит к более тяжелому течению заболевания. Одновременно ведомство заявило, что из-за высоких показателей заражений коронавирусом в Лондоне и некоторых районах на юго-востоке Англии 16 декабря значительно усиливаются ограничительные меры и вводится 3-я, наиболее высокая степень угрозы распространения коронавируса. В Германии с начала пандемии выявлено 1 миллион 350 тысяч случаев заражения коронавирусом. Скончались 22 106 человек. Федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер обратился к гражданам страны с призывом радикальным образом сократить контакты и встречи, чтобы разгрузить систему здравоохранения. Самое важное сейчас – сохранить здоровье и жизнь людей, подчеркнул он в видеообращении. Ситуация крайне серьезна. 1000 смертей за 1 неделю и грозящие выйти из-под контроля распространение инфекции свидетельствует о том, что нам не обойтись без решающих мер, заявил Штайнмайер. В своем видеообращении он также поблагодарил врачей и медицинский персонал за их усилия в борьбе с пандемией. С 16 декабря в Германии будет действовать жесткий локдаун. Юлия Ценко, Бакыт Каязов, ЛТР, Бишкек.